Дорогие друзья, мы продолжаем. В Якутии стартовала межрегиональная медицинская экспедиция «Долгун с севера». В 2019 году по заданию правительства республики врачи посетят Среднеколымский вуз. И не только, кстати. Ну да. Более подробно об экспедиции мы сегодня говорим с нашей гостьей. Это директор Республиканского центра медицинской профилактики, а также главный внештатный специалист Минздрава Республики по медицинской профилактике Алена Михайловна Никитина. Доброе утро, Алена Михайловна. Доброе утро. Давайте немного углубимся в историю данной экспедиции. Она уже не первый год проводится. Да? Да, это ставшая уже традиционной медицинская экспедиция, стартовала в республике в 2013 году. Но вообще, если вспомнить историю данного проекта, данный проект организовал всем известный российский кардиолог Лео Бакерия в 2006 году. И с того, так скажем, момента экспедиция под руководством Лео Бакерия проводится обычно на реке Волга. Да, и, в общем, они когда тогда стартовали, и в 2013 году эта акция приобрела всероссийский масштаб. И Республика Саха-Якутия активно участвовала и участвует по сей день. Сразу же подхватила, да? Да, сразу подхватила, потому что это очень хорошая акция. Вот за этот период с 2013 года медицинскими работниками было, посетили более 25 районов, 56 населенных пунктов. За этот период было осмотрено более 18 тысяч человек, в том числе более половины из них дети. Ну а цель этой экспедиции, для чего она проводится? Целью экспедиции является формирование здорового образа жизни, формирование приверженности у населения к здоровому образу жизни, ранняя диагностика, выявление различных заболеваний, ну и, конечно, консультации узких специалистов, которые принимают участие. Но она ежегодно проводится в одно время, да, вот весной? Нет, вы знаете, в разные года на самом деле эта экспедиция проводилась... Вне зависимости от времени года. Да, конечно. Во-первых, это, естественно, транспортная доступность, которая, как все знают, у нас очень сложная в нашей республике. Ранее проводились маршруты и, наземные. Первые 2 года это были реально, это была волна здоровья, которая проходила на реках, нашей республики. Но последние годы, так как мы не везде, естественно, можем проехать по реке, оно у нас проводится, так скажем, и наземным путем. Бренд именно мы считаем уже своим брендом, название «Долгун», оно у нас где-то с 2015 года. Но экспедиция уже стартовала 26-го, да? Если я не ошибаюсь, специалисты уже отправились в Среднеколымский район. Да, в этом году у нас, как мы, в принципе, планировали, наши специалисты совместно с нашими давними партнерами, это Санкт-Петербургский педиатрический университет, их, специалисты вылетели в Среднеколымский район. В Среднеколымском районе в этом году, запланировано посещение 8 населенных пунктов. Вы знаете, на самом деле Среднеколымский район очень сложный оказался у нас по транспортной, так скажем, доступности. Очень дальние расстояния между населенными пунктами. Ну, я очень, и погода, честно говоря, не очень, не всегда, вернее, способствует, да, так скажем. Но, тем не менее, наши специалисты, те намеченные цели, конечно, будут они абсолютно все исполнены, потому что ежегодно участвуют более, по-разному, конечно, разные годы, так скажем, по-разному, но это всегда бывает специалисты, как вот я уже говорила, Санкт-Петербургского педиатрического университета, это узкие специалисты, очень квалифицированные, которые зачастую выявляют достаточно такие сложные заболевания, проводятся, очень хорошие консультации, потому что не секрет, что не во всех районах республики у нас, конечно, есть именно узкие специалисты-педиатры.
также всегда ежегодно участвуют наши специалисты республиканских и городских медицинских организаций. Мы привлекаем, так скажем, по мере потребностей конкретного района. Алена Михайловна, каких еще районов коснется экспедиция? Ну, вы знаете, конечно, очень сложная ситуация на самом деле в арктических районах. И я думаю, что, возможно, мы продолжим, но у нас есть также районы, в которых непростая ситуация с демографией. Это Усьмайский район, вот я могу отметить. Возможно, да, будут, как скажем, следующие поездки будут именно в эти районы. Алена Михайловна, спасибо большое, что пришли сегодня, поделились такой Ценной информацией. информацией. Удачного вам дня, плодотворной работы. Спасибо, всем здоровья У нас крепкого. реклама.